Детский сад «Светлячок» села Кангас находится вдоль дороги. Ограждение учреждения не менялось еще с советских времен. Недавно вообще его снесли. Теперь дети играют на улице с риском для жизни. В течение 5 лет директор детского сада обращалась к местным властям, но нужных средств так и не нашлось. Сегодня эту проблему заметили, и работы по возведению нового забора уже начаты. Спасибо Влад Петру Петровичу, организаторам, что помогли нам и добились, что у нас будут сейчас новые заборы. До сих пор вы видели, в каком состоянии были наши заборы. Дети наши были за пределами детского сада. А в данное время начали строительство. Я очень рада, благодарна всем за оказанную помощь. Wоспитанники старшей группы помнят, в каком виде были заборы, и точно знают, что сейчас нельзя выходить на дорогу. Шатались туда-сюда. Старые, поломанные, кривые. Мы сейчас на дорогу не выходим. С инициативой по оказанию помощи выступил советник села, обратившись к депутату парламента Петру Влах, так как средств в местном бюджете нет. Я обратился к Петру Петровичу Влаху, попросил его чем-то, каким-то образом откуда-то изыскать возможности, чтобы помочь 4-му садику. Она лично неоднократно ко мне приходила и домой, и по дороге. К Терпизу Константиновичу обращалась, просила о помощи. Приехав и увидев, в каком состоянии находится ограждение дошкольного учреждения и как дети бегают около дороги, депутат Петр Влах принял решение изыскать средства и оказать помощь детскому саду. Для завершения всех работ выделено 270 тысяч леев. Я говорил с премьер-министром Владом Филатом, и Владимир Васильевич Филат дал добро, так скажем, на то, что деньги будут, выполнить работы, и деньги будут там 265-270 тысяч лей. Отметим, что в этом детском саду есть много других проблем, которые должны быть решены. Поэтому шефство над детским садом взяла молодежная организация ЛДПМ. У нас есть уже такой опыт. Мы взяли шефство над 9-м садиком в городе Камрад. Мы им всячески помогаем, приходим к ним в гости, обязательно с подарками. На все праздники ребята получают от нас мягкие игрушки. Мы приходим вместе с ними, играем и помогаем воспитателям в группе. Депутат парламента пообещал и в дальнейшем оказывать всяческую помощь не только этому дошкольному учреждению, но и всем садам автономии. Зинаида Канцер, Татьяна Ставилова, Григорий Ставилов, ГРТ, Аберлярь.